Крепкого здоровья, счастья и благополучия. Юнузбек Евкуров поздравил с днем рождения депутата Народного собрания Мариам Амриеву. По этому адресу у нас на сегодняшний день 85 тысяч долг. Жители центра КамАЗа решили не платить за электроэнергию. Нарушения сегодня выявляли сотрудники МРСК. Я сюда приезжаю каждый день, я вижу все новое и новое. В будущем я думаю, что этот город будет самым классным из городов. Столице древней Алании исполняется 1075 лет. Магас готовится к празднованию дня рождения. Сталь закаляется в огне, а человек в борьбе. Во Дворце спорта стартовало первенство СКФО по вольной борьбе. Для себя я отметил, что работа, которую проводят эти люди, она бесценна и достойна большого уважения. Кто ищет, тот и сыщет. В республику прибыл поисковый отряд «Курган» для участия в вахте памяти. На канале Ингушетия новости 24. Добрый вечер. В Магасе под председательством главы Ингушетии Юнузбека Евкурова и при участии правоохранительных органов республики прошло заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Борьба с коррупцией – это не просто лозунги, это повседневная, кропотливая и, самое главное, справедливая работа. Органы правопорядка республики уже во многих направлениях выявляют факты коррупционного содержания, сказал глава региона, обращаясь к собравшимся. По словам министра финансов республики Бекхана Аздоева, к основным нарушениям, выявленным специалистами Минфина Ингушетии, относятся несоблюдение сроков исполнения государственных контрактов, несвоевременность и неполнота отражения в документах учета поставленного товара. По итогам проверочных мероприятий за 2017 год направлено 28 предписаний и 11 представлений об устранении нарушений. В результате к дисциплинированной ответственности привлечены 42 должностных лица. На сегодняшний день основная проблема – некорректное ведение документации, затягивание сроков ее оформления. Правоохранительным органам необходимо сотрудничать с общественными организациями. Важно вести освещение деятельности комиссии антикоррупционных операций в СМИ и в социальных сетях, подчеркнул Юнузбек Евкуров. Юнузбек Евкуров вместе с сенатором от Ингушетии Мухарбеком Дидиговым поздравили с днем рождения депутата Народного собрания Мариам Амриеву. Руководитель субъекта выразил искреннюю признательность Амриевой за многолетнюю добросовестную законотворческую деятельность на благо республики. Вы всегда были помощником народа во все времена и при любом главе субъекта. Вас отличают трудолюбие, честность, собранность, умение работать с полной самоотдачей, отметил Юнузбек Евкуров. Глава республики пожелал имениннице крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в работе. Мухарбек Дидигов подчеркнул, что депутат Ингушского парламента всегда вела достойно все работы и отличалась активной гражданской позицией. Госдолг субъектов Северного Кавказа перестал расти. Самый низкий объем госдолга среди субъектов СКФО на 1 января 2018 года у Ингушетии – 2,2 миллиарда рублей. Снизилась и доля так называемых дорогих займов у кредитных организаций. Если в 2014 году она составляла 32%, то на начало этого года 24%. Или в стоимостном выражении более 20 миллиардов рублей. За 2017 год общая сумма долга даже снизилась на 4,6 миллиарда и составила 83 миллиарда рублей. Об этом в ходе заседания Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате России в СКФО заявил директор департамента этого ведомства по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области госдолга Сергей Кудрявцев. Ну а долги некоторых жителей одного из элитных микрорайонов Назрани, так называемого «Центр КамАЗ», только растут. Около 20 миллионов они задолжали за электроэнергию. Сумма накопилась из-за того, что больше половины местных жителей вообще не платят за потребленные ресурсы, усугубляет положение и незаконное подключение к энергосетям. Сотрудники МРСК организовали рейд, с ними отправилась и наш корреспондент Хади Добриева.
Все так же взрослых дома нет и те же провода, которые тянутся от небольшой пристройки за домом Куркиевых. Такая картина контролеров застает уже второй день подряд. Буквально вчера комиссия обрезала так называемую накидку и составила акт о безучетном потреблении. Но, как видно, беседа с нарушителями ни к чему не привела. Мало того, что за семьей тянется долг в 62 тысячи, теперь им придется еще и штраф выплатить в размере 64 тысячи. В этом доме была обнаружена сыроварня, незаконно подключенные таким накидочным образом были накидки. И на них был составлен акт, они были отключены, после чего повторной проверки сегодня выявляется, что они подключились повторно. И сейчас будет на них подготавливаться дополнительное самовольное подключение, акт, и эти акты будут передаваться в ГОВД, в отдел безопасности. И если в первый раз обрезали только незаконную отводку, то сейчас от электричества отключают весь дом. И не факт, что урок все же усвоят. Впрочем, таких на улице Казбеки, да и во всем так называемом Центр-Камаде немало. Здесь у нас проживает 1705 абонентов. И из них 30% только оплачивают. Из 19 с лишним миллионов долга, это если считать за весь микрорайон, 1 094 000 приходится именно на эту улицу Казбеги. А ведь здесь зарегистрировано всего 76 абонентов. Электрики даже подсчитали, что долги варьируются от 5 и до 60 тысяч. И эта сумма копится уже третий год подряд. Комиссия останавливается у каждого третьего дома. Везде левые провода и безучетное хищение. К примеру, жителей 49-го и 50-го домов контролеры даже ни разу в глаза не видели, но каждый раз натыкаются на вновь подключенные провода. Спрашиваем у соседей, они отвечают, то они в Ставрополе, то они в Москве находятся. Конкретно нам по этому данному адресу нам никто ничего не говорит. Это мы даже, можно сказать, 2-3 года. Если, да. А вы пытались как-то с ними связаться? Ну как мы свяжемся? Приходим, стучимся и выходим от этого дома. А потом отключаем. Отключали несколько раз. Они потом самовольно подключают к прибору. Мало того, что такие накидки делают в обход всяких мер безопасности, так еще сеть перегружают. Отсюда и частые скачки напряжения и перебои с электричеством. Кстати, жалуются в основном именно жители улицы Казбеги. Аюб Илиев за коммунальные услуги платит исправно и не понимает, почему должен мириться с такими трудностями. Ama taşı холодильник оплатım da yok. Холодильник yok, televizör mü yok, televizör yok. Ya kadar tok tutmuş. Bak, hatta lamp hasok şu lampu bir zinga уже tap yok da yok. Alvaqo vaset atstosu da var set yok iş. Takıya doğru dilatın yethamudat. Tulaşın yok. Radih çaq var sor divat domda. Biz uçotni var. Çaqloş tulaşın yahma set mu. Тонар вещицы в любом случае. Оплатить В доме открывают там сварочные цеха, незаконно вот так потребление идет. И после этого, а люди жалуются именно на этой улице, по Казбеги. Очень много жалоб по нехватке электроэнергии, 3-4. Но у нас трансформаторы не безразмерные, они рассчитаны на свои киловатты, на свое население. И вот такие дополнительные расходы, которые они здесь занимаются, и вот они и создают проблемы. Следующий адрес – та же история. Комиссия уже в третий раз обрезает эти провода, а хозяева не утруждаются даже выйти из дома. Гостей встречают дети. По этому адресу у нас на сегодняшний день 85 тысяч долг. Ни одной оплаты у нас нету. За 16, 17 и текущий 18 год неоднократно мы этот дом отключали, но тем не менее они, как и другие наши абоненты, самовольно подключаются. Мы стучимся, чтобы вышли дети, потом еле-еле мать ихняя вышла. Она говорит, комментарий давать не буду, я уже не хозяйка этого дома, просто я пришла в гости. Мириться с поведением энерговоров в МРСК не намерены. Уже третью неделю они снова и снова по кругу обходят поадресно всех нарушителей. И каждый раз это новый акт и новый штраф. Комиссия напоминает, отсидеться за закрытыми дверями они могут только в ближайшие 3 дня. А после документы направят в правоохранительные органы. Хади Добриева, Хаваш Гойгов, Новости 24.
В адрес нашей телерадиокомпании поступило обращение от жителей села Троицкое. Там возник спорный земельный вопрос. Оспаривается участок земли, на который у одной из семей якобы есть документы на собственность, а у остальных местных жителей большие планы на его использование. В ситуации разбирался Михаил Тангеев. Основная претензия этих людей заключается в том, что раньше они постоянно выгоняли скот на пастбище, расположенные в нескольких сот метрах от их домов. Но в последнее время у всей этой земли появился хозяин, который, по словам местных жителей, незаконным путем присвоил себе эту территорию и перекрыл путь для перегона скота, огородив ее колючей проволокой. Метр 50 свободный ярер. Даже улица почти центр столбы высоковольтные провода электрические. Даже если закрыть глаза на незаконное присвоение земли, главная проблема этих жителей остается открытой. На сегодняшний день у них нет элементарной возможности свободно выгонять домашнюю скотину на обширные угодья. Некогда эта тропа прямиком вела на пастбище, но хозяин этой территории посчитал нужным установить здесь ворота и перекрыть путь для выгона животных. Но тут нельзя делать поспешных выводов, и чтобы окончательно разобраться в этой непростой ситуации, мы решили выслушать и вторую сторону конфликта, поэтому и расспросили полноправную хозяйку этих земель. По ее словам, вся эта территория была когда-то арендована ее семьей для пользования на длительный срок. Однако, когда мы попросили предоставить документы, подтверждающие ее право собственности на эту территорию, получили решительный отказ. Женщина объяснила это тем, что все бумаги на землю хранятся в районной администрации. В свою очередь, представитель местных властей пообещал, что данный конфликт будет решен в ближайшие сроки. Этот вопрос решается. Вопрос передан в комиссию района. Будет создана комиссия и будет рассмотрен этот вопрос. Если по их жалобе якобы закрыты все подъезды к руслу реки, все выходы к лесополосам, этот вопрос будет решен. Если у Балкоевой лишняя земля, она захватила, или этот вопрос будет решен. Кто прав, а кто виноват, специалистам еще предстоит выяснить. Но ясно одно – все это время, пока будут идти разбирательства, жителям придется искать новое место для выгона скота. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. До конца 2019 года в Ингушетии откроют военно-патриотический парк «Патриот». Новый объект будет располагаться рядом с мемориалом памяти и славы в Назране. Парк будет открыт для всех желающих посмотреть военную технику. Также там планируется проводить соревнования и тренировки, направленные на военно-патриотическое воспитание молодежи. Напомню, Минобороны России уже выделила со складов более 60 единиц списанной военной техники. Эскизный проект парка уже разработан. Развитию образования в регионе уделяется пристальное внимание. Доказательством этому является масштабное строительство объектов образования, направленное на сокращение очередности в детских садах и увеличение мест в школах, а также ликвидацию двухсменного обучения. О развитии системы образования в регионе наш корреспондент. Открытия в 2017-м начались с самого начала года. Еще в январе свои двери для учеников распахнули 3 школы. Первой в череде открытий стала 5-я Икажевская, рассчитанная на 540 ученических мест. Уютные и комфортные классы, полностью оснащенные для проведения лабораторных работ. В школе предусмотрены и раздельные мастерские для мальчиков и девочек. Одни могут заниматься шитьем, а другие работать на токарных станках. Плюс большая библиотека и спортивные секции. Она немножко отличается от других школ. Она собой представляет школу, состоящую из 4 корпусов.
Вот первые два корпуса вы видели, они двухэтажные. Эти два корпуса отведены строго под учащихся начальной школы и административный персонал. А сам центральный корпус, это 3 и 4 корпуса, они отведены для учащихся среднего и старшего звена. А в конце января новоселье справили около 600 сунжинских школьников. Новые корпуса первой городской школы построены на месте старого здания, которое планировалось реконструировать. Но после оценки экспертов его было решено снести. Строителям понадобилось чуть больше года, чтобы возвести сейсмоустойчивый объект, отвечающий современным стандартам. Торжественное открытие школы состоялось в присутствии почетных гостей. Надеюсь, что дети, обучаясь в этих школах, видя вот эти новые изменения, будут более прилежно учиться, будут еще лучшими, послушными и будут стремиться сдать или единый государственный экзамен, как сегодня он называется, или какой-то любой другой экзамен, неважно. А строительство трехэтажной школы в Галашке длилось год. Здание старое простояло целых 60 лет. Педагоги, учащиеся и родители никак не могли нарадоваться новой школе, в которой для качественного и комфортного обучения все предусмотрено. На 700 учащихся открыли школу и в Малгобеке. Ребята теперь учатся только в одну смену. Большие классы, просторные актовые и спортивные залы, где с большим удовольствием учащиеся окунулись в занятия. Ну а сердце самой школы, библиотека, расположилась на 3-м этаже. Здесь около 20 тысяч экземпляров книг, начиная от мировой литературы и заканчивая классикой. Школа очень просторная, все условия для того, чтобы учиться, все ученики под большим впечатлением, конечно, не сравнится с тем, что было раньше. Впрочем, на односменный режим обучения перешли не только в Малгобеке. Несколько школ разгрузила и открывшаяся в мае 6-я Насыркордская. Сюда перешли учащиеся из 5-й, 10-й и 17-й школ. Левое крыло здания занимают классы для младшего звена и игровые комнаты. Правое для старшеклассников. Большой актовый зал с внушительной сценой и вместимостью более 200 человек. Для книголюбов предусмотрен просторный читальный зал, рядом с которым расположено и книгохранилище. В новой школе есть и уютная столовая. К учебному процессу отнеслись не менее серьезно. Мне нравится все. Но больше всего мне нравится то, что все ученики 6-й школы будут развиваться, будут учиться на 5. И желаю им счастья. Очень нравится школа внутри, снаружи. Ее построили рядом с нами. Не надо будет в 10-ю школу переходить через трассу. В мае с рабочим визитом в Ингушетию приехала заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. Компанию ей составил министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. В рамках поездки гости ознакомились с работой ряда социально значимых объектов. И в открытии такого крупного объекта, как новая школа, не могли не принять участие. Все правительство России, все правительство вашей республики заботится о том, чтобы у вас были хорошие условия для вашей учебы. И я надеюсь, что действительно в этой новой школе никаких двоек не будет. Вы будете учиться только на 5 и 4. Я хочу пожелать вам, ребята, чтобы действительно в этой школе всегда царил дух образования, просвещения, радости, чтобы ребята, приходя сюда, всегда стремились возвратиться, понимая, что для них это тоже один из родных домов. Но самой крупной школой в регионе, да и во всем Северном Кавказе, стал Центр образования, открытый к новому учебному году в столице. Выступая перед собравшимися, почетные гости отметили, что создание условий для полноценного развития школьников – первостепенная задача. Уверен, что школьные годы пролетят быстро. Им хотел бы пожелать, чтобы они, выйдя из стен этого замечательного учебного заведения, всегда помнили о своей школе, о своих педагогах, а школа гордилась своими выпускниками. Мы довольно серьезно разгрузили магазские 2 школы, где дети учились в каждом классе, там порядка 35-36 детей. Благодаря поддержке и усилиям федерального центра, личного участия Олега Евгеньевича Белавинцева и его командой. И, конечно, не могу здесь не сказать огромное спасибо Ольге Юрьевне Голодец, вице-премьеру, которая более чем трепетно относится к строительству объектов образования как у нас в республике, так и во всех регионах Российской Федерации. Просторные светлые классы, большие коридоры, актовый зал на 750 человек. Столько же и в большой столовой, а также 4 спортивных зала. Уникальность нового образовательного центра еще в том, что объект состоит из 3 учебных корпусов, где организовали раздельное начальное, среднее и старшее обучение. Здесь есть
все виды спорта, это очень хорошо, потому 4 что спортзала. не надо сразу здесь можно заниматься, не надо ходить в другие места. Образовательная программа тоже особенная. Гуманитарии, биологи, математики детей будут делить по талантам. И здесь же они будут трудиться над домашним заданием. Не говоря уже о целом списке дополнительных кружков. Вокал, шахматы, дзюдо и многое другое. А учащиеся выпускных классов будут изучать навыки самых востребованных рабочих профессий. А в день принятия Конституции страны в Назране открыли 12-ю школу. Почетные гости, а это заместитель председателя России Александр Хлопонин и глава региона Юнусбек Евкуров вместе с учениками разорвали импровизированные кованые цепи и пригласили всех собравшихся в мир новых знаний. Замечательная школа, и еще раз говорю, для нас такой маленький, небольшой храм науки, это огромный, я не знаю, там бальзам для всей страны, для всего государства российского. Поэтому, когда такое качество, мы всегда переживаем только за наполнение этого прекрасного храма вот большими или качественной системой образования. Но когда такие замечательные ученики, я сам большой, школа живет своими учениками. Я считаю, что с такими потрясающими учениками, я думаю, что лучшая школа, одна из лучших школ у нас на территории Северного Кавказа. Кстати, дошкольному образованию уделяется в регионе не меньше внимания. В начале 2017-го в селении Верхние Очулки открыли детский сад «Солнышко». Дошкольное учреждение изначально было рассчитано на 220 малышей, но условия позволяют увеличить число воспитанников в 2 раза. Нам очень нужен этот садик, потому что мы, сельские жители, без этого никак. Первый раз у нас такое удовольствие для нас, это большое счастье, что у нас садик открылся. В республике открыт 71 детский сад. Охват дошкольным образованием детей до 7 лет более 13 тысяч. А вот школ в Ингушетии на сегодняшний день больше 120. Из них 49 в городских поселениях и 74 в сельской местности. Впрочем, по уровню образования разграничений между ними нет. Более того, еще одна сельская школа республики, а именно 17-я в селе Верхние Очулки, вошла в топ-100 лучших школ России. Конкурс ежегодно проводится с целью выявления образовательных учреждений, добившихся наиболее высоких результатов в обучении и воспитании школьников. На протяжении нескольких лет наша школа выходила в лидеры в разных номинациях. В 2006 году школа наша была признана лучшей школой по внедрению инновационных программ. А с 2011 года школа наша в реестре лучших образовательных учреждений России. В прошлом году, в 2016 году, нас снесли книгу почета по итогам. А в 2017 году, как, наверное, итог, нас пригласили принять участие, мы представили документы, аналитическую справку, и мы вошли в 100 лучших школ. Номинация «Сельская школа». А одной из главных задач в сфере общего образования на ближайшие годы остается ликвидация двухсменки и переход в одну смену. Так, в 2017-м в регионе завершено строительство 7 дошкольных и 9 общеобразовательных учреждений. Это обеспечило более 6 тысяч мест в школах и 1500 в детских садах, очередность которых в прошлом году по сравнению с 2016-м снизилась на 28%. В прошлом году за счет реконструкции старых и строительства новых объектов мы построили 20 школ. В 2018 году мы закладываем 18 объектов в сфере образования. Это 8 школ и 10 детских садов. Я считаю, что республика в этом направлении развивается очень стремительно. А значит, и 2018 уже сейчас можно смело назвать для региона не менее прогрессивным в образовательной сфере. В этом году уже открыто 3 объекта. Новая современная школа на 704 и детский сад на 220 мест. Сразу 2 таких подарка преподнесли жителям микрорайона Юбилейный в Назрани. Объекты построены в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. Республика Ингушетия отличается очень хорошими темпами роста населения, и мы все вместе с вами этим гордимся. Ну вот, такое положение налагает особую ответственность на руководство республики, и мы видим, что руководство республики справляется с этой задачей обеспечения наших детей качественными учебными и дошкольными образовательными учреждениями. Сегодня мы видим, что вот на эти учреждения государство выделило более 600 миллионов рублей, но они потрачены и израсходованы на очень нужное дело, на наших детей, на наше будущее. Хочу сказать личное спасибо, огромное спасибо Ольге Юрьевне Голодец, вице-премьеру, которая с пониманием отнеслась и к этому микрорайону,
И мы такие же садик мы уже открыли, школы строим, и 110 гектаров микрорайон, где мы строим жилье для поздневиков. Огромное спасибо министру образования и науки России Василию Ольге Юрьевне и министру по делам Северного Кавказа Льву Владимировичу Кузнецову. Почему? Потому что все вместе мы просто решили эту глобальную задачу. И я уверен, что для родителей сегодня нет никаких проблем. Школа стала еще одним украшением микрорайона. 5 разноцветных корпусов здания, 60 рабочих кабинетов, пищеблоки, столовая, библиотека и читальный зал, кабинеты для занятия хореографией, медпункт. Сюда перешли учащиеся со всего микрорайона и дети из района 105-й массив. Для школьников оборудованы лаборатории, классы для кружковых занятий, а для самых спортивных – изюминка школы, стена для скалолазания. Тут же рядом расположился и новый детский сад, 12 групп, 3 из которых ясельные. Педагогический штат полностью собран, а имена первых 52 воспитанников сада уже известны. Но к 1 сентября здесь зазвучит намного больше детских голосов. Садик большой, много игрушек, игровые комнаты. Наши дети могут развиваться на новом качественном уровне, получать дополнительные услуги и просто обрести для себя комфортную среду. Это действительно комфортная среда. Самый большой капитал для нас – это наши дети. И сегодня, вкладывая в наших детей, заботясь о наших детях, мы, естественно, верим в то, что будущее наших детей будет прекрасным, счастливым, красочным. Символичный сундук знаний, олицетворяющий новую школу, чуть раньше открыли и в Карабулаке. 3-этажное здание строители возвели менее чем за год. И, пожалуй, одно из самых важных достижений, как подчеркнул глава региона, с открытием новой школы сразу в 3 карабулакских закрывается вопрос с двухсменкой. Сюда перешли дети из 2 школ, 2-й и городской гимназии. Этот праздник с детьми и педагогами разделили почетные гости. Общее образование, школы, дошкольное образование, высшее образование – это то, чему сегодня наше государство отдает приоритет. Именно поэтому в прошлом году председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев в Владикавказе принял решение о выделении дополнительных денег Северо-Кавказскому федеральному округу для строительства школ, в которых, к сожалению, мы еще ощущаем большой дефицит. И очень прекрасно, что за этот короткий промежуток времени здесь, в городе Карабулаке, появилась новая школа. Она создаст хорошие условия для учителей, которые смогут действительно вам дать те знания, которые помогут вам быть достойными гражданами своей республики. Это лишь малая часть того, что сделано в регионе за последние годы в сфере образования, которое выходит на новый уровень. Ведь квалифицированная, образованная и развитая молодежь – это свои профессионалы и свои специалисты, залог динамичного развития региона в правильном направлении. Хади Добриева, Мария Мистоева, Индира Манкиева. Новости 24. Столица древнего Аланского царства и современной Ингушетии готовится к торжеству. 15 апреля городу Солнца исполняется 1075 лет. В этот день на площади Алания запланировано множество праздничных мероприятий. Для жителей и гостей города пройдет грандиозный концерт с участием местных артистов и звезд кавказской эстрады. Подробнее Индира Манкиева. Улицы украшаются, развешаны баннеры, разноцветные флаги, высаживаются цветы, на центральной дороге новая разметка. В общем, вовсю создается праздничная атмосфера. Магаз готовится принять гостей, множество добрых поздравлений и пожеланий. Столица древнего государства Алания Магаз празднует в этом году свой 1075-й день рождения. Но вновь возрожденному Магазу 24 года. Ни много ни мало, но за это время город действительно возродился из пепла и стал одним из самых динамично развивающихся в стране.
Для многих Магаз стал чуть ли не вторым домом. Каждое утро гордая горянка с национальными лепешками и 2 храбрых алана встречают всех, кто въезжает в город. А башня Согласия, ставшая символом мира, единства и сплоченности, будто бы маяк в море, указывает на бесценное сокровище нации – историю непоколебимых аланов. Гости из столицы и ее жители уже ощущают приближение праздника. Магаз наполняется красками, да и весна способствует прекрасному настроению у граждан. Вся республика готовится к празднику. Уже в воскресенье мы отмечаем День города Магаса. Магаз обновляется, вовсю строится, я не знаю, и так далее. Даже погода очень хорошая, праздничная. И мы ждем этого события, и, говорят, концерт будет на площади. Ждем. Сюда приезжаю каждый день, я вижу все новое и новое. В будущем, я думаю, что этот город будет самым классным из городов. Поздравить жителей города прибудут почетные гости. Артисты как нашей эстрады, так и СКФО. Не обойдется также и без экскурсии по городу. А в 16 часов всех горожан и гостей столицы ждет праздничный концерт. Уже в это воскресенье с самого утра здесь, у подножья башни Согласия, начнутся культурно-массовые мероприятия, посвященные дню рождения города Магаз. Здесь будут предусмотрены мероприятия, чтобы смогли развеяться как взрослые, так и дети. Зрители ждут мероприятия с участием аниматоров, трансформеров, шоу животных статуй, ходулистов, настольные игры, живой песок и лего-стройка. Ну а завершится торжество красочным салютом. Индира Манкиева, Рамзан Миржоев, Новости 24. Сейчас смотрите короткую рекламу, а вот что вы увидите во второй части выпуска. Сталь закаляется в огне, а человек в борьбе. Во Дворце спорта стартовало первенство СКФО по вольной борьбе. Кто ищет, тот и сыщет. В республику прибыл поисковый отряд «Курган» для участия в вахте памяти. Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск.com и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск.com. Назрань, улица Евлоева, 41. Продолжаем выпуск. Сегодня во Дворце спорта Магаз стартовало первенство СКФО по вольной борьбе среди юношей до 16 лет. Более 300 спортсменов оспаривают право быть лучшими в своих весовых категориях. От Ингушетии делегировано 60 борцов. Как прошел первый соревновательный день, расскажет Тамерлан Хамхоев. Не успели выветриться у зрителей эмоции от отгремевшей недавно битвы в Назране, как Дворец спорта принимает еще один турнир, но уже по вольной борьбе. Первенство СКФО – турнир престижный, учитывая, что сборная страны состоит в основном из представителей этого округа. Сильнейшие спортсмены в возрасте до 16 лет, отобравшись предварительно на соревнованиях республиканского масштаба, оспаривают право выступить на первенстве России. Азраил Нальгиев в числе первых, кто вышел сегодня на ковер Дворца спорта. Схватка с представителем Чеченской республики выдалась очень сложной, однако по итогам 2-минутных периодов победа за спортсменами из Ингушетии. В последние годы соревнования самого разного масштаба в Ингушетии, что называется, на любой вкус. Начиная от ММА и заканчивая шахматами, наша республика уже зарекомендовала себя как место проведения различных турниров. Сегодняшнее первенство не исключение. Проводя вот такие крупные спортивные мероприятия, мы привлекаем дополнительно наших ребят к увлечению спортом. Всегда спорт у нас считался на хорошем уровне. Мы проводим крупные спортивные мероприятия. Только в этом году мы провели первенство СКФО по дзюдо.
Где-то месяц назад мы провели первенство России по греко-римской борьбе. И вот уже в очереди первенство СКВО. Тем временем на ковре Мустафа Мержоев. Его схватка с представителем соседней республики выдалась не такой, какой ее видел изначально тренер соперника ингушского спортсмена. Борец из Кабардино-Балкарии под натиском Мержоева довольно быстро капитулировал. Победа добыта, но цель пройти еще дальше. Тренер первенство чала развинулся. Первого чан это беандерся. Готова хожугуса Россия огуш. Только тренировка хала хогусон. Сосай оди сюда. Хогдак. По словам главного тренера Ингушетии по вольной борьбе, шансы выиграть золото у наших ребят достаточно высоки. Однако в спорте наперед загадывать не стоит, как говорит Султан Батыров. В течение первого соревновательного дня на ковер вышли спортсмены в 5 весовых категориях. 14 апреля ожидается официальное открытие первенства и схватки в более тяжелых весовых категориях. Словом, во Дворце спорта будет жарко. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. С 1 мая минимальный размер оплаты труда составит более 11 тысяч рублей. С 2013 года он вырос почти в 2 раза. Это коснется более 3 миллионов человек, причем половина из них работает в бюджетной сфере. Правительство поддержит регионы, которые должны найти деньги на повышение зарплат с учетом увеличения МРОТ. И уже сейчас выделили из его резервного фонда на эти цели 36 миллиардов рублей. С увеличением МРОТ станет меньше разница между зарплатами в различных регионах, что скажется на развитии спроса. Они находят останки участников войн для захоронения с боевыми почестями. Для участия в вахте памяти-2018 в Ингушетию прибыл поисковый отряд «Курган» из Нижнего Новгорода. И группа уже начала работу, но не с разведки, а общения. О своей деятельности поисковики рассказывали учащимся одной из школ Малгобека. Подробности у Наты Евлоевой. Адам Цароев с детства любит историю. Он часто участвует в различных конкурсах и олимпиадах по этому предмету. На этом мероприятии он узнал много нового о без вести пропавших солдатах, да и в общем о поисковом отряде. Это было одно из тех немногих мероприятий, на котором я на самом деле был полностью погружен в рассказ. Нам рассказали о том, что такое, для чего нужны поисковые операции, каков их результат. И как для себя я отметил, что работа, которую проводят эти люди, она бесценна и достойна большого уважения. Ребята из поискового отряда подробно рассказали учащимся о их работе, о солдатах, погибших в бою за Родину. Ученики, не скрывая слез, окунулись в мир времен Великой Отечественной войны, а также вживую увидели настоящие экспонаты – автоматы, гильзы, медали, медальоны и различные вещи погибших солдат. Ребята из поискового отряда передали подарки, книги и буклеты для будущего школьного музея боевой и трудовой славы, который откроется к 9 мая. Там будут представлены материалы и экспонаты, рассказывающие о Великой Отечественной войне и защитников Отечества. Мы материалы тоже посвятили как раз к открытию месторождения. И когда город возводился, то есть начиная с 1933 года, у нас будет как бы идти летопись нашего Малгобека. Это трудовая и боевая. И потом у нас как бы современный город, это уже как бы город воинской славы. Андрей Чеканов, командир поискового отряда «Курган». В Ингушетии вместе со своей командой проводит профилактическую разведку. В этот раз он решил взять с собой своего 12-летнего сына. Я сюда приехал со своим сыном, потому что, наверное, воспитывать надо именно в таком возрасте, 12-13, когда сознание еще только формируется. Вот он приехал, он посмотрел, он увидел, какие здесь были бои, как здесь был. И самое интересное, он увидел, как здесь живут люди, какие здесь люди. С начала апреля поисковики ведут раскопки на местах боев за Кавказ. В ходе работы по найденному медальону удалось установить личность одного красноармейца – Перкова Тимофея Никифоровича. Медальон был нестандартный, он состоял из 2 гильз, внутри которого была бумага с именем солдата. Он, моряк Тихоокеанского флота, защищал здесь и погиб здесь. Он сделал такой нестандартный медальон, типа вот одна гильза и вот вторая гильза. Вставлена одна в одну.
Убит он в ходе Малгобекской стратегической оборонительной операции и более 75 лет числился без вести пропавшим. Поисковой отряд вместе с ингушскими волонтерами продолжит работу до 24 апреля, а также в ближайшие дни планирует посетить все школы Малгобекского района. Ната Евлоева, Рахман Цуров, Новости 24. Программа поддержки и развития студенчества как возможность немного отвлечься от учебы и проявить творческий талант. Для российских студентов наступила долгожданная пора – студенческая весна. В Ингушском госуниверситете прошло праздничное мероприятие. Студенты подготовили различные театральные постановки и конкурсы, о которых расскажет наш корреспондент. Это время, когда студенты проявляют себя не только в учебе, но и демонстрируют таланты лицедея, танцора и певца. Именно студ «Весна» позволяет увидеть во многих скрытые возможности. К таким мероприятиям отношусь очень позитивно, потому что студенты они объединяются, показывают, на что они готовы и способны, и как они могут показать свой факультет. То есть, скажем так, это маленькая война между факультетами. То есть здесь ты можешь как-то творчество показать, что ты из себя представляешь? В зале собрались лучшие. Участники конкурса выступают в нескольких обязательных жанровых номинациях. Театральная постановка, вокал, танец, шутки. Ребята полны энергии и неиссякаемого креатива. По бурным аплодисментам и реакции зрителей можно смело утверждать, что КВНщики добились желаемого результата. Целью фестиваля является выявление наиболее талантливой молодежи из числа студентов Ингушского государственного университета. Вы знаете, что у нас очень много одаренных и талантливых детей. Вот сегодня мы хотим посмотреть, кто из них будет лучше. И, конечно, подать пример нашим первокурсникам, которые только первый год участвуют в этой студенческой весне. И хотим посмотреть, на что они у нас способны. Несмотря на тяжелые будни студентов, к фестивалю они готовились основательно и с удовольствием, признается Тандила Ханиева. Я выступаю в творческом направлении, то есть у нас идет КВН. Это шутки, миниатюры, пантомимы. Нам все это очень нравится. Мы выступаем с удовольствием, получаем от этого очень море позитива, стимула к учебе. Удивил зрителей фольклорный девичий танец своей пластичностью и чувством ритма. Лариса Аздоева, Адам Далаков, Новости 24. Ингушетия готовится принять участие в 4-й международной выставке «Арабия-Экспо». Она пройдет в Московском выставочном зале «Манеж» с 23 по 27 апреля. «Арабия-Экспо» – единственная арабская выставка России, которая на 5 дней станет центром российско-арабского взаимодействия. Мероприятие соберет на одной площадке представителей 22 арабских стран и 85 регионов России. Ингушетия также готовится показать на выставке инвестпотенциал республики. Будет представлена продукция промышленного и сельхозпроизводства. Состав делегации уже определен. Главный акцент в мероприятии ставится на построение конструктивного диалога между Россией и странами арабского региона. Русский народный промысел взяли на освоение в Ингушском музее изобразительных искусств. Там прошел интерактивный урок хохломской росписи. Детей познакомили с историей зарождения этого искусства, техникой росписи и показали тематический фильм. Хади Бекбузарова расскажет. Хохломская роспись как визитная карточка России. Представляет собой узорчатые переплетения разных элементов – веточек, листочков, плодов и животных, а создается при ограниченном количестве цветов – только красный, желтый, зеленый и золотистый. Сам процесс создания очень кропотливое занятие, но результат того стоит. Это, например, работа мастера по художественной росписи Эсет Бежиговой, заслуженного работника культуры Ингушетии. Занимается она живописью не 10 лет. Как отмечает Эсет, это то направление, где можно учиться новому каждый день. Поэтому она с удовольствием приняла приглашение провести для детей урок хохломской росписи и поделиться с ними своими знаниями. Детям очень понравилось, все с интересом работают. Это промысел очень известный, поэтому мы рассказали историю, изготовление, технологию. На этом уроке дети узнали главные правила, которым надо следовать при создании хохломы. Как правильно делать узоры, какими красками и кисточками расписывать. Долгими объяснениями урок затягивать не пришлось. Юные художницы схватывали все на лету и спешили приступить к практической части занятия. В особенности их привлекала цветовая палитра, которой они выполняли работу. Потому что тут есть узоры, цветы, ягоды, разные цвета, яркие. Я раскрашиваю хохломскую роспись цветами желтого, красного
и фиолетового. Это мои любимые цвета. В этом музее часто проводят подобные мероприятия, и они уже давно стали неотъемлемой частью их деятельности. Основной целью является привитие интереса детей к познанию искусства. И темой этого урока хохломская роспись стала не случайно. В фондах музея насчитывается несколько единиц изделий, украшенных в русском народном стиле. Ведь задача организаторов мероприятия не только популяризация изобразительного и декоративно-прикладного искусства Ингушетии, но и особенностей творчества других народов. Вообще считается, что этот вид ремесла для учениц старших возрастных групп, но сегодня так получилось, что не только возрастные старшие группы, но и младшие группы очень изъявили свое желание поучаствовать, и для них был такой исходный материал подготовлен с базовыми такими заданиями, с базовыми элементами этого вида ремесла. Этому старинному русскому промыслу уже более 300 лет. Хохломской росписи украшают ложки, тарелки, блюдца, игрушки, а иногда и создают сервизы. Также матрешки, украшенные хохломой, являются одним из главных сувениров, вывозимых туристами из России, благодаря чему популярность этой росписи распространилась далеко за пределами страны. Хайди Бекбузарова, Рамзан Зурабов, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.